Поставим на стол две одинаковые тележки, к одной из которых прикреплена пружина. Сожмем пружину и свяжем ее нитью. На первую тележку поставим груз. На одинаковых расстояниях от середины пружины поставим преграды, деревянные бруски. Перережем нить. Тележки ударятся о преграды не одновременно. Ненагруженная тележка доедет до преграды раньше, чем нагруженная. Следовательно, тележки при взаимодействии приобрели разные ускорения. Ускорение нагруженной тележки меньше, чем ненагруженной. Разные по массе тела при взаимодействии приобретают разные ускорения. К тележке прикрепим один конец нити, перекинутый через неподвижный блок. Другой конец нити соединим с платформой, на которую поместим грузы. Под действием грузов на платформе тележка будет двигаться с ускорением по гладкой горизонтальной поверхности. Ускорение движения вычисляется по пути и времени движения. Таким образом, ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на него силе. Поскольку движутся тележка и груз, то постоянной должна оставаться их суммарная масса. Для того, чтобы суммарная масса движущихся тел сохранялась неизменной, постепенно будем переставлять грузы на тележку, изменяя тем самым действующую силу. Следовательно, ускорение, с которым движутся тела, при действии на них одинаковой силы, обратно пропорционально их массе. Ускорение, с которым движется тело, прямо пропорционально действующей на тело силе и обратно пропорционально его массе. За единицу силы принимают ньютон. Связь между единицами в системе Си такова.